Добрый вечер. 28 апреля, четверг. Это 791-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Верховный суд аннексированного Крыма отклонил жалобы 4 крымских мусульман, которых обвиняют в терроризме. Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Эмирусина Куку и Вадима Сирука оставили в СИЗО до 8 июня. Их арестовали в феврале, после того, как в Крыму прошла волна обысков в домах крымских мусульман. Причиной ареста стало подозрение в участии в деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Ни один из доводов, к сожалению, опять защиты не принимался. 4 адвоката были, соответственно, у 4 обвиняемых. Мы сообщили о том, что в первой инстанции, да, собственно, и в Верховном суде все они содержались в клетке. А это нарушение статьи 3 Конвенции, и об этом есть решение Европейского суда. В первой инстанции был нарушен принцип гласности. Одним росчерком пера судьи не пустили в зал там десятки слушателей. И абсолютно ничем это не обосновав, лишь каким-то там мифическим заявлением о том, что могут быть беспорядки. От кого они должны исходить, непонятно. Все, что говорит следствие, основано лишь на предположениях. Я думаю, фактического доказательства того, что они там могут или хотят скрыться, или там повлиять на свидетелей, не было представлено. Однако суд ни одного довода нашего не принял, посчитал, что все-таки все обосновано. По поводу этого решения, конечно, это будет кассация, надзора и так далее во всей инстанции, Европейский суд, соответственно. Дело 4 мусульман, обвиняемых в участии в «Хизб ут-Тахрир», рассмотрит Северокавказский окружной военный суд России. Об этом сообщает пресс-служба Российской прокуратуры Севастополя. Зимой 2015-го в Севастополе арестовали Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева. Их обвиняют в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Они обвиняются в преступлениях, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 20.55 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Установлено, что 4 жителей Севастополя, являясь активными членами организации партии исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислями», путем воинствующей исламской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовкой сторонников, организовали на территории города Севастополя деятельность ячейки данной организации и принимали активное участие в ее деятельности. Уголовное дело направлено в Северокавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Крымского журналиста Николая Семену снова вызвали в ФСБ на допрос. По информации адвоката Эмиля Курбединова, его подозревают в сепаратизме. Против него возбудили уголовное дело, в рамках расследования которого 19 апреля провели обыски в 7 домах в Крыму. Сегодня ему предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он был подозреваемым, стал обвиняемым. Мы отказались от дачи показаний, воспользуясь статьей 51 Конституции. Не свидетельствовать против себя, своих близких родственников и так далее. То есть от каких-либо показаний он на данном этапе отказался. Хайсеру Джемилеву снова отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял Астраханский областной суд России, якобы из-за нарушений распорядка колонии. 10 июня 2015-го Краснодарский краевой суд приговорил сына лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Хайсера до 5 лет лишения свободы. Позже приговор сократили на 1,5 года. В Киеве Хайсера приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Украина уже подала заявление об экстрадиции Джемилева-младшего, однако Россия отказалась выдавать Хайсера Джемилева Украине. Мы заранее знали о том, что результат будет такой, иллюзий никто не питает. Дело предельно политизировано, это связано с политической позицией его отца. Но вместе с тем мы сознательно пошли на это, для того, чтобы обжаловать в Европейский суд по правам человека вот этот отказ в предоставлении условно-досрочного освобождения. Мы будем в августе подавать еще раз на условно-досрочное освобождение, у нас возникает такое право. Мы задействуем все механизмы, работаем здесь исключительно на Европейский суд. Понятно, что в России вряд ли кто-то будет что-то отменять, но Европейский суд должен, пускай не сейчас, пускай позже, но поставить точку в этом вопросе, признать решения российских судов незаконными, и у Хайсера будет еще право на компенсацию. Наказание, назначенное российским судом Хайсеру, завершается 27 ноября. После этого он должен быть освобожден, поскольку это предельный срок. И если нам не дадут удовольствия, то, безусловно, в ноябре он точно должен отсюда уехать. Будем его эвакуировать в Киев. В штаб-квартире ООН состоится заседание Совета Безопасности по Украине. Одной из тем станет запрет Меджлиса крымско-татарского народа.
С 2014 года уже провели более 30 заседаний Совбеза ООН по украинскому вопросу, но принять резолюцию Совету ни разу не удалось из-за того, что Россия, постоянный член Совбеза, имеет право вето и блокирует любые инициативы по этому вопросу. В Крыму хотят созвать Курултай крымско-татарского народа. С такой инициативой выступил председатель Сакского регионального меджлиса, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Эскендер Белялов. По его мнению, у крымско-татарского народа должен быть представительный орган. 26 апреля председатель меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров своим решением ввел чрезвычайное положение, во время которого нельзя созывать Курултай. В противном случае процедура будет нелегитимной и его результаты не зачтутся. Я думаю, государство должно дать возможность собрать Курултай этого нашего народа, и мы примем там решение, как нам дальше быть. Но я считаю, что национальный орган крымско-татарского народа должен существовать. В какой он форме будет, это определит Курултай. Любые действия, предпринятые с целью проведения внеочередных сессий Курултая крымско-татарского народа или его распуска, равно как проведению внеочередных выборов делегатов Курултая, членов Меджлиса, иных органов национального самоуправления крымско-татарского народа, в условиях временной оккупации Крыма, в обход или в нарушение существующих норм регламента Курултая крымско-татарского народа, положение о Меджлисе крымско-татарского народа, положение о выборах делегатов Курултая крымско-татарского народа, положение о местных органах национального самоуправления крымско-татарского народа являются нелегитимными. За це рішення проголосувало 23 члени Меджлису крымско-татарского народа. В Крыму бюджетников сгоняют на празднование Хыдырлес. Управление образования российской администрации Симферопольского района издало приказ, в котором руководители школ обязывают принять участие в крымско-татарском празднике, который проведут 3 мая на привычном месте. Скан-копию этого приказа опубликовал в Фейсбуке первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. Путина сравнили со Сталиным и Гитлером. Российский политолог Валерий Хомяков рассказал, крымско-татарский народ пережил репрессии Гитлера и Сталина. Путину их не сломать. По его мнению, нынешняя политика против крымских татар – это инициатива не Кремля, а коллаборационистов из крымской оккупационной власти. Ну, не получится. Весь народ в тюрьму не посадишь. В этом Сталин убедился. Пытался, не получилось. Гитлер это пытался делать, тоже не получилось. Что, кто-то думает, что у Путина это получится? Нет, не получится. Рано или поздно вся эта история закончится, и репутация нашей страны, в силу того, что руководство так себя ведет, я не думаю, что это решение Кремля, на самом деле. Я думаю, что вызревало оно в недрах, в красивой головке у госпожи Поклонской, которая уже, по-моему, даже генералом стала. Ну, нельзя идти на поводу у амбиций, пусть и такой симпатичной молодой дамы в прокурорской форме. Ущерб значительно выше. Не подавите вы крымско-татарский народ при всем вашем желании. И еще раз повторюсь, это в генах сопротивления у этих людей. Их сталинская жизнь воспитала и послесоветская отчасти. Снос самостроев в Крыму ударит по тысячам крымчан. Такое мнение высказал координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев в эфире радио «Крым Реалии». Он посоветовал крымчанам в случаях сноса самостроев защищать себя, направляя иски в Европейский суд по правам человека. Бариев подчеркнул, что Украина будет способствовать жителям полуострова в решении этого вопроса. С руководителями так называемых самовозвратов. Они предлагали им, чтобы люди сами начали разрушать или сносить свои дома, и обещали, что они компенсируют затраты. И, кстати, есть случай в Симферопольском районе, когда люди разобрали дома, но по сегодняшний день им не вернули, не компенсируют те затраты, которые были обещаны. И, во-вторых, обещали выделить земельные участки, но ни один вопрос по сегодняшний день не разрешен. И мы со своей стороны, как Комитет по защите прав крымско-татарского народа, сегодня
сегодня четко говорим о том, что и юристы, наши партнеры, говорят о том, что даже не на уровне Верховной Рады, а на уровне Кабмина можно решить вопрос, узаконить эти земли, с учетом того, что эти заявления были много лет назад. И это тысячи семей, тысячи участков. Если начнет разрушать оккупационная власть, то это тысячи исков в европейские суды как посягательство на имущество. Вся недвижимость Сергея Аксенова арестована еще в октябре 2013 года. Об этом свидетельствует выписка из Государственного реестра имущественных прав недвижимого имущества, полученная крымским журналистом Сергеем Макрушиным. В документе указано, что ограничения наложены на все недвижимое имущество должника. Это может свидетельствовать, что у Аксенова есть долги перед украинскими банками. Жители Севастополя начали войну со строительной компанией «Консоль». На днях ее представители обнесли забором Динопарк на улице Павла Корчагина и начали выкапывать 50-летние кипарисы. Однако жители вызвали полицию, и выяснилось, что никаких документов на перемещение и вырубку деревьев у компании-застройщика нет. Сотрудники полиции стали общаться с работниками стройки, и в ходе их разговора стало совершенно ясно, что у представителей застройщика нет никаких документов разрешительных на то, чтобы проводить какие-то работы. То есть им несколько раз в разговоре было сказано: вы же здесь находитесь незаконно. Они стоят, молчат, глаза опускают. Ну вот мы подали обжалование в суд, чтобы нам дали разрешение, но еще никакого разрешения не получили. То есть территория не находится в аренде у застройщика, поэтому он не имеет права здесь никакие работы проводить. И непонятно, на каком основании было выдано разрешение благоустройством на пересадку кипарисов, на какой-то там вырубочный талон был выдан. Было принято решение мной подать исковое заявление в суд для административного приостановления хозяйственной деятельности юридического лица ТРО «Консоль». В Саках засыпали мусором лечебное озеро. Строительные отходы свалили неподалеку от действующего детского санатория «Голубая волна». Именно по этой дороге жители ходят к городскому пляжу. Видео в сеть выложила местная жительница Алина Сергеевна. Хочется вам похвастаться, у нас замечательная теперь есть дорога на море. Вдоль санатория «Голубая волна» вывалены вдоль озера горы строительного мусора. Ветки, кирпичи, господи, камни, штукатурка, обои. Причем это все находится по периметру озера. К сожалению, не все отсюда заметно. С той стороны тоже есть. То есть местами достигают до метров эти кучи. Верят ли украинцы в возвращение Крыма? Ответ на этот вопрос сегодня дали в фонде «Майдан зарубежных дел». Там озвучили данные социологического исследования, проведенного компанией «Социс». Детали в сюжете. В то, что Крым вернется в Украину, верит лишь половина украинцев. Это данные опроса, проведенного компанией «Социс» в марте этого года. По результатам исследования в возврат верят почти 49% опрошенных. Не верят 45,5%, еще около 6% не знают, что и думать. Останнє велике опитування робилось аж в січні 2015 року. Це був центр Бекешкіна. І там песимістів було 17%. І 10-11% тих, хто не визначився. Тобто, порівнюючи це, ми можемо сказати, що песимістичні настрої щодо перспектив повернення Криму, вони в Україні збільшились. Больше скептиков живет в восточных и южных регионах страны. Их значительно меньше в центре, на севере, западе и в Киеве живет больше оптимистов. Так, если на востоке смирились с потерей Крыма 63% жителей, то на западе, наоборот, почти 66% верят в его возврат. Хотя уверены, что произойдет это не раньше, чем через 5 лет. Частина оптимістів, вона така дуже поміркована. Тобто частка тих, хто вважає, що це легке завдання повернути Крим, вона дуже невелика. Рост числа тех, кто смирился с потерей Крыма, в Майдане иностранных дел объясняют неэффективной политикой власти, которая мало что сделала для деоккупации. Наша найбільша претензія до влади – відсутність політичної волі, відсутність плану. На сьогодні вже влада знову ж таки під впливом громадськості, під впливом акції блокади Криму почала і президент давати якісь доручення на створення стратегії і так далі. Все робиться дуже повільно,
дуже неохайно і невпевнено, але якийсь рух в правильному напрямку ми бачимо. Тільки, звичайно, він не може нас задовольнити з огляду на результат. Одного лозунга «Крым – это Украина» мало, считают в фонде. Нужна дорожная карта, по которой было бы видно, что власти знают, как вернуть потерянные территории. И тогда их возвращение может стать национальной идеей. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.